Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В отделе службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения по городу Душанбе был организован и проведен семинар-встреча, посвященный разъяснению законодательства Республики Таджикистан в области труда, миграции, занятости населения, экспертизы условий труда и профилактики несчастных случаев в производстве. Подробности смотрите далее. В работе очередного обучающего совещания приняли участие руководство службы государственного надзора в сфере труда, миграции и занятости населения, начальник городского отдела службы по Душанбе, специалисты и сотрудники ведомства, а также представители соответствующих структур. Мероприятие прошло с участием работников и специалистов организаций и учреждений города Душанбе, в том числе Управления эксплуатации дорог районов Шохмансур, Сино и Исмоили-Сомуни, государственного унитарного предприятия Душанбинский водоканал, городской клинической инфекционной больницы, системы теплоснабжения столицы, а также представители ряда строительных компаний. В ходе совещания были рассмотрены и обсуждены актуальные вопросы в области труда, миграции, занятости населения, экспертизы условий труда и профилактики несчастных случаев на производстве. Отмечалось, что анализ состояния охраны труда и производственного травматизма в организациях и на предприятиях показывает, основными причинами несчастных случаев остаются низкий уровень профессиональной подготовки работников, а также недостаточное проведение инструктажа и обучения по вопросам безопасности труда. Подчеркивалось, что инструктажи по охране труда на предприятиях должны проводиться в строгом соответствии с требованиями законодательства. Работники должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью. Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, а также организованы регулярные медицинские осмотры работников в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Таджикистан. В настоящее время в республике вопросы, связанные с безопасностью и охраной труда, регулируются государственными, межгосударственными, региональными, отраслевыми и организационными стандартами, а также нормами и правилами системы стандартов безопасности труда. Слаженная совместная работа творческой и технической групп телевидения Душанбе в течение 9 месяцев текущего года дала возможность оперативно освещать все важные политические, экономические, социальные и культурные события страны, особенно города Душанбе, посредством информационных, аналитических и развлекательных программ. На итоговом заседании по результатам 9 месяцев 2025 года была обсуждена и проанализирована работа телеканала и определены перспективы дальнейшей деятельности. Подробности в материале моих коллег. В Большом зале государственного учреждения телевидения Душанбе состоялось итоговое заседание, на котором была подведена работа телеканала за 9 месяцев текущего года. В мероприятии приняли участие ответственные лица Комитета по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, а также руководство, творческая и техническая команда телеканала. В ходе заседания заместитель председателя Комитета по телевидению и радио Сухроб Ализода отметил важность повышения качества репортажей и программ, а также необходимость доступа к новым технологиям в отрасли. Он акцентировал внимание на использовании возможностей социальных сетей и улучшении содержания телевизионных передач. Директор телевидения Душанбе Маруджон Окилзода представил детальный отчет о деятельности телеканала за 9 месяцев. В своем выступлении он сообщил, что творческая и техническая команды ежедневно освещали все важные события политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, особенно в столице страны. По данным отчета, за указанный период было подготовлено и представлено зрителям 340 авторских программ, 702 выпуска информационной программы «ВАК», 468 выпусков программы «Время» на русском языке, 1647 репортажей, 36 итоговых выпусков «Хафрузи Душанбе» и «Неделя в городе» на русском и таджикском языках. Таким образом, итоговое заседание стало важной вехой в деятельности телеканала, подчеркивающей его стремлению к качественному освещению актуальных событий и проблем общества. С 20 по 30 октября по всей стране продолжается профилактическая акция «Пешеход». Ее цель напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения правил. Подробнее в нашем материале.
Анализ показывает, что в последнее время ситуация с дорожно-транспортными происшествиями с участием пешеходов и тяжестью их последствий в республике вызывает серьезную обеспокоенность. Только за 9 месяцев текущего года в стране зарегистрировано 999 дорожно-транспортных происшествий, из которых 434 связаны с наездами на пешеходов. В результате этих аварий 144 человека погибли, а 318 получили травмы. В Душанбе за тот же период зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 22 человека погибли и 92 получили травмы. В связи с этим с 20 по 30 октября в республике была организована и проходит профилактическая операция «Пешеходы». Сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по городу Душанбе усилили контрольную и профилактическую работу, направленную на повышение безопасности пешеходов. Следует отметить, что на ряде дорог столицы установлены бетонные ограждения, разделяющие проезжую часть на встречные направления, чтобы предотвратить несанкционированный переход дороги. Однако, несмотря на эти меры, некоторые пешеходы продолжают нарушать правила и пересекают проезжую часть в неположенных местах, создавая угрозу дорожно-транспортных происшествий. В то же время в Душанбе построено и введено в эксплуатацию множество современных подземных и надземных пешеходных переходов. Сотрудники управления Государственной автомобильной инспекции регулярно проводят разъяснительную и профилактическую работу с гражданами. Однако, к сожалению, многие пешеходы продолжают игнорировать безопасные маршруты, продвигая риску не только свою жизнь, но и безопасность окружающих. Преподаватели и студенты филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Душанбе с особым уважением и теплотой встретили праздник Мехргон. В рамках мероприятия студенты данного учебного заведения организовали выставку сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. О том, как прошел один из важных праздников осени, узнаем в нашем сюжете. В филиале Московского государственного университета имени Ломоносова под названием «Мехргон. Праздник ариев» состоялось культурно-политическое мероприятие, проведенное с особым размахом и торжественностью. Перед началом праздничного мероприятия гости и участники смогли посетить выставку, которую преподаватели и учащиеся филиала с любовью и чувством патриотизма и гордости подготовили в честь этого древнего праздника. На выставке были представлены традиции таджикского народа, особенно обряды, связанные с праздником Мехргон, а также сельскохозяйственная продукция и народные ремесла. После осмотра выставки руководством и гостями в зале открылось торжественное мероприятие. Вначале руководство филиала поздравили всех сотрудников, преподавателей и студентов с наступающим национальным праздником Мехргоном, выразив искренние поздравления и пожелания. В поздравительной речи было подчеркнуто, что Мехргон является одним из древнейших национальных праздников и символом трудолюбия и щедрости таджикского народа. Этот праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня, благодаря культурной политике лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, возрождается и ежегодно отмечается по всей стране с особым размахом. Было отмечено, что именно постоянное внимание лидера нации к возрождению традиций и национальных праздников привело к тому, что Мехргон вошел в число важных культурных, государственных и народных праздников, став символом национального самосознания и уважения к труду. Также на мероприятии выступили присутствующие гости из Национальной академии наук Таджикистана и Научно-исследовательского института культуры и информации Министерства культуры Республики Таджикистан. В своих выступлениях они отметили, что народ отмечает праздник Мехргон с пожеланиями благополучия, мира и процветания семьи, чтобы добро и благословение не покидали их жизнь. В завершении мероприятия художественный коллектив филиала вуза и ведущие артисты страны исполнили патриотические национальные песни, подняв настроение всем присутствующим. Таким образом, праздник Мехргон в праздничной атмосфере с высоким национальным духом и чувством гордости за нацию и государство завершился в филиале Московского государственного университета имени Ломоносова. В Душанбе состоялся семинар, посвященный вопросам лицензирования клубов высшей лиги чемпионата Таджикистана по футболу на сезон 2026. Как сообщили в Федерации футбола Таджикистана, семинар прошел в атмосфере конструктивного диалога.
Представителям клубов были представлены актуальные вопросы, касающиеся процесса лицензирования на сезон 2026, а также обновленные стандарты системы ГЛАС. Как отмечалось в ходе семинара, для участия в клубных соревнованиях АФК следующего сезона клубы Таджикистана должны выполнить все категории и требования регламента лицензирования, включающие обязательные нормы по спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, правовым и финансовым направлениям. Кроме того, интегрити-офицер Федерации футбола Таджикистана Фаридун Атоев, ответственный за противодействие договорным матчам, выступил с презентацией, посвященной вопросам обеспечения честной игры. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго.